Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы сделаем общий расклад на тему, что между вами сейчас. Любит ли он вас, любите ли вы его? Что на данный момент в вашей ситуации происходит? И чего ждать в будущем? Загадывайте своего партнера, назовите его имя про себя, представьте, как он выглядит. Давайте начнем. Давайте разложим по 3 карты. Здесь у нас будет он. Здесь будете вы. Так. Ну, вы как-то, если говорить о ваших взаимоотношениях с этим человеком, вы как-то стараетесь проявиться к нему и хотите наладить с ним отношения. Так, ну вот он пока ушел в работу, в построение каких-то планов и вообще в плане эмоций находится как будто бы не видит перспектив. Так, давайте зададим вопрос, любит ли он вас, как он к вам относится. Любит. Он любит вас. Так, как вы к нему относитесь? Любите ли вы его? Так, ну, в любом случае, вы очень стремитесь к нему, и, в принципе, он тоже очень стремится к вам. На него выпадает туз кубков, то есть он вас любит. Он вообще выпал у нас королем мечей, а вы выпали у нас вот жрицей. Может быть, вы его тайная женщина. Вообще у вас по отношению к нему такая сильная страсть, и у вас как бы есть с ним какой-то конфликт. Ну, вообще на вас тут карта выпадает тоже, что как паж мечей и рыцарь жезлов. Ой, извиняюсь, это паж жезлов на вас выпал и рыцарь жезлов. То есть вы такая очень страстная натура, с таким даже, может быть, каким-то мужскими чертами характера. Скорее всего, конфликты между вами, конечно, неизбежны в таком случае. Вот. Но он вас любит. Вот. Он, возможно, такой очень холодный, не любит показывать своих эмоций, но это не значит, что он вас не любит. Вот. И как бы он любит уходить в работу, любит уходить в какие-то построения планов, да. Невозможно, вы немножко как бы раздражаетесь на него, потому что по этим картам показано, что вы постоянно хотите к нему приехать, примчаться, как-то появиться. Может быть, хотите от него каких-то быстрых решений, быстрых действий. То есть вы постоянно к нему стремитесь. Вот. Но он как-то вот
возможно, делает не так быстро, как вам это хотелось бы. Так, давайте, как он видит ваши отношения на данный момент? Угу. Как вы видите ваши отношения с ним на данный момент? Вы хотите какого-то перерождения, трансформации ваших отношений, чтобы вы стали его, скажем так, такой ну, вы в любом случае, наверное, хотите, чтобы вы стали его узаконенной женой, то есть вы хотите быть такой хозяюшкой, то есть хотите строить с ним семью, да, чтобы у вас были общие детки. Вы хотите, скорее всего, как-то немножко трансформировать себя, чтобы стать вот такой хозяйкой. То есть, скорее всего, вы очень пылкая натура и хотите немножко как-то усмирить свой пыл. Вот, чтобы превратиться вот в такую хозяйку, в королеву Пентаклей. Так, что он думает у нас по поводу ваших отношений? Ну, тут он как бы понимает, что у него есть шанс построить с вами отношения. Как бы тут король жезловый, вы королева кубков для него. То есть он как бы видит вашу любовь по отношению к нему. Он очень страстная натура. То есть в плане... Ну, он видит себя, что он вот король жезлов в ваших отношениях. То есть, что он такой страстный и что вы даете ему эмоции, чувства свои. То есть он, в принципе, доволен этими отношениями, но пока как бы все равно находится в такой задумчивости по поводу ваших отношений. То есть он вас любит и хорошо вас воспринимает, но, скорее всего, что-то мешает вашим отношениям. Может быть, какая-то ваша инициативность мешает вашим отношениям. Он как-то хочет немножко притормозить, все обдумать, а у вас как-то все очень... Вы хотели бы, чтобы все быстро очень развивалось. Вот. Давайте спросим совет у карт. Как вам вести себя с этим партнером? Что предпринять по отношению к этому партнеру? Угу. Ну, карты нам говорят о том, что вам нужно включить свою мудрость, что этого человека нужно завоевывать мудростью. В этом ваша сила может быть, такой вот женская, скажем так, сила. Вам нужно немножко уйти в себя, надо работать над собой. Вот. Нужно работать над этими отношениями. Может быть, в буквальном смысле эта карта может означать, что уйти в работу, зарабатывать деньги, да, как бы, ну, в основном я прочитываю эти карты так, что нужно как-то потрудиться над своим эмоциональным началом, и если вы хотите завоевать этого мужчину, то вам нужно как бы завоевывать его не вот этим, да, не вот этим рыцарем, примчаться к этому человеку, как сломя голова, да, и завоевывать его, а вот таким образом завоевывать его. То есть, как бы здесь женщина как бы приручила льва, да, хотя она такая женственная очень и
Вот, то есть, в общем, какой-то женской мудростью взять этого человека и вообще как бы немножко усмирить свой пыл, работать над этим, да. Так, ну, кропотливая работа вам предстоит, конечно, тоже эта карта говорит об этом. Так. Ну и давайте посмотрим со стороны партнера, что он будет предпринимать по отношению к вам в ближайшее время. Ну, он хочет стремительно к вам приехать. Вы для него императрица. Вы для него императрица, и он хотел бы к вам очень сильно приехать. То есть он собирается предпринимать какие-то действия по отношению к вам, да? Вот, но у него есть также очень много страхов, связанных с этой ситуацией. И вообще как бы он вот хочет побыть сам с собой наедине. Несмотря на то, что он хочет к вам проявиться. То есть как-то немножко противоречат карты. Так. Давайте уточним у карт. Почему у него есть много страхов по поводу этих отношений? Ну, он находится в какой-то двойственности. Ему как-то хочется все начать с нового листа. Он ждет вот этот шанс. И он хочет все правильно обдумать, все взвесить. Он понимает, что на нем лежит большая ответственность за ваши отношения, и поэтому как-то немножко это все более медлит. Ну и, скорее всего, карты здесь в какой-то степени дают ему совет, чтобы он немножко как-то полегче относился к жизни и как-то вот более позитивно, скажем так, смотрел на это все, не так сильно углублялся бы в себя. Ну, как-то так. Ну, что еще мы можем сказать по этому раскладу? В любом случае, как бы вы для него императрица, то есть вы для него как бы знаковая женщина такая, он вас любит. Тут как бы хорошие карты выходили с его стороны. Вас любит в любом случае. То есть вы для него королева кубков еще. Помимо этого и он король жезлов тут выходит. То есть он такая хорошая пара. Вам немножко надо поумерить свой пыл и как-то вот быть более мудрой, если хотите завоевать этого мужчину, да? Вот. Не нужно торопить его, не нужно торопить. Он должен сам принять решение. Когда он примет решение, он снова вот как бы с легкостью пойдет по жизни, да, и у вас будет новый виток. Все начнется сначала, все будет хорошо. Так что я думаю, вот примерно так нам карты сегодня говорят.